Здравствуйте! Это программа «Диалог о прекрасном» с Кристиной Смольской. Программа наша интерактивная, вы можете активно подключиться к нашей дискуссии на сайте dialog.by и посмотреть все выпуски нашей программы на сайте телеканала «Беларусь-3». Присоединяйтесь! Театр, как утверждал классик, это кафедра, с которой можно многое сказать миру. А что нужно говорить в театре, предназначенном для самых юных зрителей? Пропагандировать вечные ценности или задавать острые вопросы современности? Воспитывать или вести диалог на равных? Белорусскому республиканскому театру юного зрителя в этом году исполняется 60 лет. В юбилейный для театра год о спектаклях для самого молодого зрителя, о реконструкции театра и новых направлениях в театре для детей мы говорим с художественным руководителем Белорусского республиканского театра юного зрителя Владимиром Савицким. Владимир Константинович, я приветствую вас в этой студии и, конечно же, в первую очередь поздравляю с этим прекрасным юбилеем. Спасибо и здравствуйте. Вы вступили на должность художественного руководителя в 2010 году, и вот уже 6 лет являетесь его бессменным руководителем. Удалось ли вам реализовать планы, которые вы поставили перед собой, те задачи, когда только вступали на должность? Вы знаете, я вступил на должность, когда театр собирался в долгое путешествие. На реконструкцию. Он становился на реконструкцию. Поэтому были планы одни, как этот период, так сказать, сохранить театр, выжить, выдержать, а вторые планы, как вернуться и уже строить новый театр в новом здании. В некотором, так сказать, в каком-то плане эта реконструкция немножко затянулась, поэтому первые планы пришлось раздвинуть, и они получились не кратковременные, а долгосрочные. 6 лет для театра это много. Это живой организм, 6 лет театр рождается, как волна, как любой живой организм, он поднимается, есть и потом падает, потом опять поднимается. Без своего помещения, конечно, сложно. Без своего помещения это скитание по чужим сценам, это очень сложное, а репертуарный театр это большие цеха, это производство, это фабрика. Это кроме еще труппы, кроме какого-то одного спектакля, это репертуар. И, естественно, производство цехов. Это тоже очень сложно. И вот когда уже вернулись, мы вернулись только в прошлом году, в мае месяце мы приступили к работе, открыли, сделали премьерный спектакль большой. И вот где-то постепенно, потихонечку будем притворять в планы, в жизнь уже те планы, которые наметились 6 лет назад, в 2010 году. Но, тем не менее, один из планов точно вы сумели осуществить, это реконструкция театра, и вы вернулись в новое здание. Да, мы вернулись в новое здание. Но я напомню нашим телезрителям, что Белорусский республиканский театр юного зрителя имеет более чем полувековую историю. Он был открыт в 1931 году, просуществовал до начала войны и уже в 1956 году открылся вновь. В чем, на ваш взгляд, театр поменялся и в чем он остался прежним? Именно театр юного зрителя. Знаете, театр репертуарный, как задумывался, большой репертуарный театр для детей, он практически, наверное, в Советском Союзе одним из первых открылся, потому что в 1931 году Николай Ковязин открывал, ученик Брянцева, а в Петербурге открылся театр. Это первый театр для детей, так что наш театр был одним из первых театров в той стране Советский Союз. И, естественно, театр задумывался для всех поколений, от самых маленьких, среднего возраста, старшие, молодежи, потому что сам Ковязин был педагогом, который изначально по первому образованию. Поэтому функции при организации театра, наверное, больше были просветительские. Больше традиционная такая драматургия, спектакли были. Но это было рождение, так сказать, самое-самое становление его более. Это до 1937 года он возглавлял театр, где в 1937 году возглавил Евстигней Мирович театр. Вот это уже, можно сказать, более такой сталый его возраст. Там пришли актеры из других театров. Евстигней Мирович уже один из основателей Купаловского театра, где была предложена уже более драматургия серьезная, да, и классика, и национальная драматургия, который говорил сам Евстигней Мирович, что мы представляем свой национальный детский театр, а без нашей белорусской национальной драматургии мы не представляем. Мы должны сделать все, чтобы вместе с актерами, с режиссерами, цитата, родить своего автора для нашего театра. Это вот был довоенный период такой. А послевоенный, это 1955 год, Любовь Мазалевская с выпускным курсом.
Значит, и с рядом спектаклей, как дипломных, так и новых, которые приступила, значит, к работе. В 1956 году был указ, издан 8 апреля, открыть Республиканский театр юного зрителя. Вот такая история. Да, и сегодня он уже существует в некой обновленной эстетике. Да. И в прошлом году завершилась реконструкция театра юного зрителя. И первой постановкой в обновленном здании стала «Синяя птица», культовая пьеса Мориса Минтерленко, которая продемонстрировала, как было написано в ваших пресс-релизах, новые технические возможности здания и нового зала. Сейчас я предлагаю фрагмент этого спектакля, покажем нашим телезрителям для начала. Хорошо. И поглядим. Для дома ж можна. Ми ж одни. Чуєш? Музика. Так, это я. Ви бажаєте закона, але нам треба вартувати до нього вчинку. Ти шукаєш синіх душ, хочеш розгадати найвеликшу таємницю щастя, розгадати, как люди нас концертово заневолили. Что вы, восстание? Мы не шукаем белорусский фильм «Грылюк». Прекрасный спектакль, смотрела его на премьере и получила огромное удовольствие. Но вопрос мой Спасибо. следующий. Какие новые технические возможности приобрел театр, продемонстрированные в этом спектакле, Да. в других? Знаете, это выбор был не случайным этой пьесы, потому что такая масштабная литература, и удалось что-то воплотить, наверное, 30% из того, что у Миттерлинка есть написано. И дело в том, что не только технические возможности, которые представлялись, и надо было их как бы показать, представить, потому что затрачены очень большие деньги на оснащение театра. Я считаю, это правильно для театра, для детей. Но и труппа сама как бы немножечко за это время, что называется, поистрепалась, потому что спектакли маленькие, актеров заняты немного. А вот хотелось, и я считаю, в таком большом театре хотя бы 2 раза в месяц труппа должна собираться практически вся на сцене. В масштабном спектакле, чтобы все друг друга видели, узнавали, а то потеряются, где друг друга забудут. Поэтому здесь совпало и в то же время и очень тема интересная, и очень сегодня важная, как вот этот поиск этого счастья, которого каждого для своего, найти свой путь к этому счастью. И в то же время вся труппа занята, а праздник открытия, по сути дела, это уже как бы 3-й раз открывается театр. Он должен быть праздником для всех. Вот, кто занят в спектакле. Спектакль очень масштабный, очень затратный, но это того стоило, потому что для театра и праздник, я думаю, и для ребят, тех, кто пришел, этот праздник открытия театра удался. Я знаю, что он пользуется популярностью среди зрителей. Я бы хотела сейчас вернуться к репертуару театра. Мне кажется, репертуар — это самое главное, что есть в театре. Я знаю, что в театре юного зрителя он базируется на неком возрастном цензе. Как написано у вас на сайте, это спектакль для детей от 5 до 6 лет. Они называются «Мои первые спектакли», «Чудесные истории и сказки» от 9 до 10 лет и «Искусство быть взрослым». Это уже от 14 лет. И мне бы хотелось сравнить репертуар белорусского тюза и московского тюза. У московского тюза есть спектакли, основанные на глубоком, серьезном материале. Это, допустим, «Леди Макбет» Мценского уезда Николая Лескова, «Медея» Жана Ануя с использованием стихов Иосифа Бродского. Ну, такая серьезная литература, которая, как правило, ставится в академических театрах. И она отмечена в московском тюзе как 18+. В репертуаре белорусского тюза какие спектакли по масштабу, по серьезности поднимаемых проблем вы бы могли назвать, сравнивая с московскими коллегами? Знаете, мне кажется, серьезность проблем и спектакли вот такие масштабные, они должны быть для всех возрастов, даже для самых маленьких, потому что первое знакомство с театром их, это умение
слышать, видеть, понимать, мыслить, размышлять. И очень хочется тоже серьезно относиться к их проблемам, потому что проблемы 7-8 лет, ребят, наверное, не меньше сложные проблемы, чем у 18-летних. Но согласитесь, драматургия все-таки разная. Конечно, для драматургия, разных возрастов. да, драматургия разная, и совсем другие задачи ставятся. Для более старшего возраста, это вот 14 лет, 12, 14, это тогда, когда хочется вот как бы побывать в каких-то очень интересных фантазиях, историях и поучаствовать как бы. А в театре как нигде дается это право, Какие-то потому модели что... взрослой жизни, да? да? Да, модели взрослой жизни, приключений каких-то разных историй. И репертуар более возраста такого подросткового, юношеского возраста, это там, где уже молодые люди начинают задумываться над решением каких-то вопросов, делать выбор. А делать выбор это всегда очень сложно. Поэтому и литература, и материал какой-то литературный предлагается более сложно, не такой однозначный. Все равно в искусстве, в театре, мне кажется, и в спектакле всегда должно добро побеждать зло, любовь должна побеждать ненависть. Вот. Но путь к этой победе разный. И если более простой и однозначный в одних спектаклях более возраста, то для юношества и тот, кто становится на путь выбора, он должен быть очень сложный и, так сказать, более трудный. Поэтому и литература, и драматургия выбирается наиболее... Это более так связано с классикой, как вот даже вы привели примеры такие. Но дело в том, что вот эти 5 лет, которые мы скитались, у нас было несколько спектаклей по белорусской классике, даже Мольер шел, так сказать. Но вот когда мы уже вернулись, у нас есть в планах и такая литература, она обязательно, первая в следующем году, одно из, я всегда вперед не могу, так не, то, что не люблю, не загадывать Но то, что тем не будет, менее. да, но в следующем году мы планируем приступить к работе над Дон Кихотом Сервантеса. Серьезное Очень, да, очень произведение. интересное, серьезное произведение. И вот последний спектакль, значит, наш спектакль в театре, это по классики белорусской национальной, я считаю, знаковой литературы для нас всех. Это Владимир Короткевич «Дикая охота короля Стаха». Мне кажется, это тоже очень важный для театра этап, и очень, тем более занята среднее и молодое поколение в театре. И вот эти вот три условно разбитых как бы подгруппы возрастных, они, я думаю, и будут как бы формировать оригинальный репертуар для самых маленьких, для среднего возраста и для молодежи подрастающего поколения, где должна быть представлена обязательно классическая литература, будь то мировая классика, будь то белорусская, будь то русская, потому что такая уровня литература, она все-таки за собой ведет формирование и труппы, потому что труппа, я еще раз повторяю, театр репертуарный, есть преемственность поколений, есть смена поколений, и молодое поколение с труппой должно приходить и обязательно принимать участие в больших, серьезных классических спектаклях. Только на них она может, что называется, стать на крыло. Вот мир не стоит на месте, развиваются технологии, театр осваивает новые формы, и в частности театр активно развивается в сторону так называемого бэби-театра, Да. для самых маленьких от 0 до 3 лет. Вот наши интернет-пользователи интересуются вот чем, Владимир Галак. Последние 10 лет в мире набирает популярность новое направление в детском театре – бэби-театр. Ростки этого явления с недавних пор стали появляться и в Беларуси. Скажите, рассматриваете ли вы такой театр в качестве конкурентной деятельности ТЮЗа? А мне еще интересно, планируете ли вы развивать его в вашем театре? Знаете, здесь никакой не может быть конкуренции. Это очень хорошо, что есть много направлений, и если организовываются какие-то коллективы творческие, когда привлекают Они уже ребят, есть в они Беларуси? уже есть. Это, конечно, очень хорошо. Но такой вид деятельности намечается и у нас. Расскажите. Потому что он очень востребован. И когда родители с самыми маленькими зрителями, совсем с малышами, это небольшой круг ребят. Когда есть педагог, у нас педагогическая часть, когда есть мой помощник и руководитель Жанна Лашкевич, который будет заниматься этим проектом, где будут разыгрываться, показываться или с привлечением актеров, или самих ребят.
самые-самые азы знакомства с театром и вообще, что это такое. Но цель-то стоит очень важная – научить ребят, детей общаться. Сегодня очень мало общения, сегодня столько подмены каких-то ложных, как один говорит мой друг, гаджеты съели все. Вот. Поэтому не дать вырвать ребят и детей, и ребят из рук этих гаджетов очень важно. А функция вот такого театра, очень малых форм и общения живых, мне кажется, очень важна в этом направлении. Поэтому мы рассматриваем, у нас есть 2 проекта таких для самых маленьких, более взрослых, когда в комнате, в репетиционной, как музей театра предполагается, вот такое действие вместе с детьми. А второе – это экскурсия по закулисью детей, когда мы начинаем с фойе, прямо с гардероба, двигаться по театру, по всем цехам, мастерским. Мне кажется, это детям будет очень интересно. Конечно, что же они там увидят, происходит как создаются и гримеры, и костюмеры, и художники, и плотники, и как шьются костюмы, и вообще как рождается сказка. И в результате этого путешествия они сами на сцене разыграют эту сказку, поучаствуют в этом представлении. Поэтому прекрасные проекты, рассматриваем прекрасные это, планы. да. Вот мы затронули тему конкуренции. Мне кажется, она довольно-таки важна для белорусского театра. И я хочу еще один комментарий использовать нашего интернет-пользователя. В мире интернета и гаджетов театру юного зрителя сложно конкурировать с другими формами досуга. Вопрос, сложно ли конкурировать? Ищете ли вы новые формы? Вы знаете, да, конечно, очень сложно, потому что вот это вот время этого рынка, которое поставило все в жесточайшие условия, от этого никуда не денешься, это надо учитывать, рассматривать это. Но мне кажется, когда и не было этого слова «рынка», то стояло, то все равно в основе театра лежало, мне кажется, более такое весомое определение. Это как современность и сегодняшность. Потому что драматический театр не может быть положен в полку, записан на пленку и как-то потом представлен. Да, он должен быть, здесь и сейчас. да, если здесь, сейчас, и это современно, это интересно, то он уже конкурентоспособен. Значит, он здесь, сейчас востребован. Если он делается для кого-то, чего-то, и он не востребован, значит, он сам по себе отомрет. Поэтому во все времена, а сегодня это как бы его природное качество очень востребовано. Спектакль современный, если он как бы задевает, трогает нервы, мысли ребят или детей, или взрослого уже, у нас и для очень взрослой публики есть спектакли, вот, то значит мы конкурентоспособны. С вашим приходом, мне кажется, возрос интерес театра к национальной классике, нашей белорусской. И вот 27 марта в Международный день театра состоялась премьера спектакля «Дикое полювание короля Стаха», нашего классика Владимира Короткевича. Постановка, на мой взгляд, получилась очень действенная, энергичная и просто красивая. Я хочу обратиться к комментарию нашего телезрителя. Смотрел когда-то ваш спектакль «Дикая охота короля Стаха» в Купаловском театре. Чем постановка в ТЮЗе будет отличаться от того спектакля? Помню прекрасную работу Анны Хидрик в роли Надежды Яновской. История создания и вообще подхода к этому спектаклю очень большая. Потому что я сам являюсь автором инсценировки. Спектакль, но спектакль в Купаловском театре он шел на малой сцене. Другие что условия. любой спектакль, он уже на следующий не похож, даже если он на одной и той же сцене. Тогда он был по-своему, был какой-то там аромат в этом спектакле. Это была камерная сцена, также была занята вся молодежь Купаловского театра. Прошло много времени, была попытка его на большой сцене воплотить, там все это как-то немножко расстроилось, потому что менялось время, пространство, и все это. После семилетнего перерыва я подумал, что надо вернуться к этому материалу, потому что замысел и с художником был на большую сцену изначально, он потом оказался на малой сцене, к сожалению. Я должен вспомнить Виктора Тимофеева, с которым мы очень долго работали, и вот это его последний спектакль, его больше нет с нами. И возникла идея вернуться на большой сцене
к этой теме, потому что все-таки, как бы ни менялась сцена, как бы ни менялись актеры, главная мысль и все-таки главное действующее лицо – это великая поэзия Короткевича и литература, и его мысли. Они остались в неизменном виде, только где-то, может быть, стали более современными, потому что время прошло. Актеры более современные, потому что, естественно, время тоже прошло. Вот. Поэтому он, конечно, отличается. Было бы хорошо, чтобы он отличался не в лучшую, не в худшую сторону, а в профессиональную сторону, в достойную. А мне кажется, актеры справились. Это будет такой очень нестыдная встреча театра с национальной классикой. Это не первое с моим приходом. Был Олехнович, пан министр, Аркадий Кулешов по поэме «Хомутиус». И сейчас идет спектакль. Пан министр, насколько я знаю, тоже идет в репертуаре. Нет, уже не сняли. идет, уже все. Прекрасный был спектакль, где за главную роль Полосков Александр получил национальную премию театральную. Вот, поэтому, а идет только сейчас Кулешов «Хомутиус», поэтический спектакль, тоже очень трогательный и очень, мне кажется, очень современный и вот где молодежь. Да, продолжая разговор о классике, о драматургии, я помню, что в одном из интервью вы сказали, что хороший театр способен возбудить интерес зрителя к классике. Но насколько только на классике должен строиться репертуар? Как все-таки должны уравниваться классические произведения и современная пьеса? Нет, как они должны соотноситься? Обязательно современная пьеса должна присутствовать. Мы в прошлом году объявили конкурс национальной драматургии в театре именно кто пишет для детей и юношества. И у нас прошел этот конкурс довольно-таки с серьезными результатами, где мы выделили, опять же, по 3 возрастам, 3 группы, по 2 пьесы. Для самых маленьких, для средних и для молодежи. И тут же объявили конкурс режиссуры молодой, потому что выпускают режиссеров, где-то они что-то делают, какие-то группки. И мы сделали предложение, уже есть заявки, где они берут современную пьесу, и молодой режиссер и ставит спектакль. В какой-то определенной степени мы рискуем, но без этого ничего не происходит, потому что должна присутствовать современная пьеса в театре. А драматург, который пишет пьесы, он должен видеть пьесу на сцене, он должен ее слышать, потому что пьеса не для того, чтобы ее читать. Не для чтения, не для чтения, а когда драматург видит и вместе с театром, он очень многое понимает, как строится драматургия, и здесь и молодой режиссер, и может произойти очень интересный результат, поэтому мы над этим работаем и не упускаем этого. Но все-таки, Владимир Константинович, на ваш взгляд, чем театр для детей должен быть сегодня? Вот интересный вопрос задает наш телезритель о театре как об образовательном институте. Анна. Мне кажется, сегодня театр для детей не должен воспитывать. Максимум быть собеседником юного зрителя. Говорить о добром и вечном, затрагивать проблемные темы, но ни в коем случае ничего не навязывать. Вы согласны с этим? Отчасти согласен, потому что сегодня надо искать в театре очень сложные пути, как зайти в эту, так сказать, подкорку детям, и чтобы остаться там и немножко зафиксироваться. Сегодня ребята и молодежь, и он очень двигается, время очень быстротечно. Уходит плакатность из спектаклей. И, конечно, никакие нравоучения, они в школе уже надоели. Прийти в театр и слушать еще на один урок? Нет. Многовато. Да, но все-таки функцию той просветительской, той части, где есть, она обязательно должна присутствовать. И не навязывая, но предлагать и как-то приучать, направлять. И если посмотрят хороший спектакль, интересный, и после этого пойдут в библиотеку, возьмут книгу Кулешова и прочтут поэму, это уже будет, что цель достигнута. Потому что когда-то у меня был в Купаловском театре спектакль по поэзии Купалы, Янки Купалы. И когда десятиклассники, я слышал разговор, они вышли и между собой говорят, диалог такой, очень интересно, мы не знали, что у него такие стихи любви. Надо прочитать, Надо пойти почитать. Вот мне кажется, здесь и надо искать ту золотую середину, потому что театр должен быть всем. Если приходит ребенок или парень с девушкой в театр, то начиная с того, что они должны здесь и время хорошо провести,
и как бы им интерес был, но формулы великого мастера никто не отменял. Поучая, развлекай. Прекрасные слова. Спасибо вам огромное за беседу. Я желаю вам Спасибо вам. крепкого здоровья, всему коллективу новых творческих успехов и Спасибо. до встречи в театре. До встречи, приглашаю вас к нам в театр. Спасибо огромное. Спасибо. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был художественный руководитель Белорусского республиканского театра юного зрителя Владимир Савицкий. Дорогие друзья, спасибо всем, кто принял участие в нашей беседе. Пожалуйста, по-прежнему присоединяйтесь, присылайте ваши вопросы, комментарии и приходите в театр. Всего доброго, до встречи!